У меня есть цель качественно выполнять работу. 1 декабря здесь уже появится новоселок. Недоброжелателей всех благодарю. Ольга Викторовна, во сколько вы сегодня встали для того, чтобы ехать в Глазов? В 2 часа. В 2 часа утра. Всегда так Ночью. встаете рано? Нет, к счастью, нет. Обычный график — это не 2 часа ночи, это 4:35 утра. Есть утренние ритуалы какие-то? Да, пробежка обязательно, чашка кофе со сливками, произведенными в Удмуртской республике, кстати. Мы же сегодня с вами едем СПК «Коммунар». В этом году они ввели в эксплуатацию молочный блок, новый молочный блок. Очень хочется посмотреть, потому что я не была там после завершения строительства. Кем вы мечтали быть в детстве? Сейчас, минутку. Учителем начальных классов. Серьезно, я мечтала стать учителем начальных классов. Это была такая мечта, которая у меня родилась, вообще из семьи. На кого вы пошли в итоге учиться? Мою профессию определила мама. Я стала экономистом. У меня профильное образование экономист. Трудовая деятельность началась в 2000 году. Для меня сейчас на самом деле очень важно, главное, погрузиться в те отрасли, которые для меня были непрофильными, с тем, чтобы принимать объективные решения в пределах своих полномочий. И, собственно говоря, просто хорошо делать свою работу. То есть для меня нет этой истории. Посмотрите, я первый заместитель председателя правительства. Нет. Но мои родители безумно гордятся этим, я знаю, хотя никогда никому не рассказывают об этом. Вот такой график, который у меня есть, да, это вообще возможно только благодаря тому, что меня очень поддерживают мои родители, которым уже за 70. В текущем году мы завершаем строительство 10 домов по программе также КРСТ. То есть это еще одно направление, которое было реализовано здесь, на этом участке. И буквально, я думаю, что до 1 декабря здесь уже появится новоселок, потому что уровень готовности домов уже достаточно высокий. Сейчас мы посмотрели. В домах есть свет, газ, вода. Проводится сейчас уже косметический ремонт. И мы будем очень рады за работников коммунара, которые по факту приобретут новое жилье. По Удмуртии у нас сколько таких домов? 84 дома, 85 семей заселятся в эти дома. Самое большое количество в Сарапульском районе, Кекбаево, поселок Молодежный. У вас большой круг общения. Есть ли у вас недоброжелатели и как вы с ними работаете? Конечно, они есть у каждого человека, во-первых. Во-вторых, слушайте, они меня заставляют двигаться еще быстрее. Поэтому недоброжелателей всех благодарю. Когда у меня в Телеграме, у меня там есть 2 человека, которые все время делают дизлайк, ставят мне дизлайк на постах. И, конечно, когда я там вижу только 1 дизлайк, я думаю, что случилось со вторым человеком? Где он? Поэтому нет, я очень доброжелательно к таким вещам отношусь. Вы много работаете. Как отдыхаете? Сплю. Я люблю заниматься спортом. И когда есть такая возможность, я этому уделяю больше времени. Еще я очень люблю быть со своей семьей. И на самом деле, выбирая почитать или побыть с маленьким ребенком своим, конечно, я выберу побыть с ребенком. Поэтому все, что связано с отдыхом, это в первую очередь семья, потом спорт, чтение книг. А есть тогда какие-то семейные традиции? Я по субботам и воскресеньям с утра выполняю обязанности обычной мамы. И это стало нашей традицией. Завтрак для детей – это
каши, яичницы, ну, то есть такая, очень все традиционно на самом деле, без всяких изысков. У нас в этом смысле, в смысле гастрономических пристрастий, мы очень традиционная семья. Вот у вас есть любимое блюдо, которое вы любите? Мамины котлеты. Мамины котлеты. Всё. Тоже непривередливо на самом деле с точки зрения еды. Из интересного блюда могу поделиться. Шаньги картофельные есть, да? А есть шаньги с творогом и зеленым луком соленые. Не знаю, пробовали ли вы, но попробуйте обязательно. Это просто сумасшедшая вещь. По какому проекту построили купель? В том числе программа КРСТ, в том числе самообложение. И здесь здорово то, что проект – это в первую очередь инициатива предприятия. Здесь будет максимальное развитие вот этой территории, ну, во-первых, для жителей, во-вторых, для гостей деревни Удмуртские Ключи. А впоследствии вот там, вот на этом месте будет построен храм. Вы красивая женщина. Как удается поддерживать красоту? Спасибо за комплимент. Это раз. Спорт, активная жизнь, побольше улыбок. И, пожалуй, наверное, это самый главный секрет. Хотя на этой неделе мне будет 42 года. У меня уже появляются морщинки. Чувствую жизнь иначе. Ольга Викторовна, мы сейчас побывали в УДГАУ, видели несколько классов. Для чего они, кто там будет учиться и по какой программе их вообще создали? Но сегодня в УДГАУ на самом деле произошло два события. Первое, подразделение РАН на территории нашего региона подписали соглашение с УДГАУ о создании новой кафедры агрономия и экология. Это для нас очень важно с точки зрения формирования этих компетенций в Удмуртской республике. И второе событие, которое состоялось, это фактически презентация новых лабораторий, которые были оснащены при помощи проекта «Движение первых». 6 миллионов рублей на эти цели выиграл аграрный университет. Были приобретены VR-очки, было приобретено оборудование, ну, в частности, печатные принтеры, да, для того, чтобы изготавливать разного рода детали, маленькие квадрокоптеры. В общем, все то, что может немножко изменить подход к образовательному процессу. Вообще плановая цифра – 1500 школьников должны посетить вот эти прекрасные лаборатории с целью профориентации. Ну, сейчас уже 8 час. Вы будете продолжать работать? Всегда такие долгие рабочие дни? Или получается иногда выйти пораньше? Если я сейчас уйду пораньше, я приеду вдруг домой случайно, мне обязательно спросят, не уволена ли я. Здесь не вопрос, сколько мы находимся здесь на работе по времени. Просто хочется максимально большой объем работы сделать. Лучше сделать его качественно. Вы любите то, чем занимаетесь? Да, мне кажется, иначе зачем так долго работать? Иначе для чего начинать день рано утром? Это, для меня это критично. Мне нравится моя работа. Я уверена, что мы можем менять жизнь людей и экономику к лучшему. Я думаю, что если каждый будет просто хорошо делать свою работу, то это обязательно получится. Поэтому это общая задача.
пусть у всех будет работа к душе. У меня она к душе. Спасибо большое за этот прекрасный день. Спасибо огромное. Была очень рада.